Раз, раз, раз. Уважаемые коллеги, откликнитесь, пожалуйста, в чате, как у вас со звуком, видео, чтобы мы немножко контролировали это дело. Мы начинаем заседание Республиканского метода объединения учителей информатики. И первое слово я предоставляю для приветствия Габовой Марине Анатольевне, проректору по образовательной деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования, Коми Государственный Республиканский институт развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы что-то так и не поняли, слышно нас или нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики, смайлики. Все хорошо, замечательно. Сегодня на нас лежит, на вас с вами лежит серьезная миссия. Сегодня у нас установочное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. И вам предстоит выработать, утвердить положение о Республиканском методическом объединении учителей информатики, определиться с тем кругом задач, которые вы будете решать в течение этого учебного года и последующих лет. Конечно, это серьезные задачи, связанные с развитием информатизации в Республике Коми. Это задачи создания единого информационного образовательного пространства. Ну и, конечно, это задачи, те, которые вы непосредственно решаете каждый день. Да? Это проведение уроков информатики, это совершенствование методики проведения этих уроков, совершенствование технологий. Мы желаем вам плодотворной работы. Мы желаем вам того, чтобы те идеи, которые вы сегодня будете высказывать, воплотились в жизнь. И чтобы наша система образования в Республике Коми развивалась целенаправленно, развивалась в том направлении, которое вы сегодня будете определять. Удачи! Спасибо, Марина Анатольевна. Ну, я напомню, что согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 279-П от 28 августа в Республике Коми созданы практически по всем предметам республиканские методические объединения учителей, в том числе и учителей информатики. Это общественно-государственные объединения, то есть одну роль берет на себя как бы Министерство образования и в том числе общественная организация, потому что в принципе в каждом республиканском методе объединения могут участвовать педагоги по своему желанию. Поэтому у нас на сайте, на портале КРИРО, на портале «Открытое образование Республики Коми», сейчас мы вам покажем, в разделе «Педагогам» создана страница Республиканское методическое объединение педагогов, где каждый педагог в принципе может зайти и зарегистрироваться. На сегодняшний день в нашем метод объединения зарегистрировалось 46 человек. Согласно положению, которое мы сегодня с вами будем рассматривать, значит, как бы само метод объединения состоит из двух частей. Одна часть – совет методического объединения, это обязательная, а вторая – добровольная. В обязательную часть входят представители всех муниципалитетов, то есть руководители муниципальных методических объединений, и они, в принципе, могут зарегистрироваться и как в республиканское метод объединения вы видели две кнопочки, и также могут зарегистрироваться как представители муниципального методического объединения. Вот сейчас вы на экране видите, кстати говоря, мы с вами проводим сегодня видеовстречу на платформе Proof.me. Кто еще не знаком с этой платформой, это бесплатная платформа для проведения вебинаров. В левой верхней части вы видите видеоизображение, в правой части как раз демонстрацию экрана, презентации и прочее. И в правой части там есть кнопочка диагонально направленная, и вы можете раскрыть, используя эту кнопочку, раскрыть изображение на весь экран. Данная программа
предоставляет возможность создания вебинарной комнаты бесплатно на 10 человек. Но для образовательных организаций, если вы напишите в техподдержку и напишите, что вы образовательная организация, вам надо проводить в учебных целях какие-то вебинары, ну, например, чтобы с классом провести, вам надо 25-30 человек, сколько человек в классе, да, чтобы могли участвовать. А сейчас дистанционные технологии у нас как бы развиваются, и проведение, есть реальная возможность использовать не только Skype, который не совсем удобен, может быть, для проведения видеоконференций, и другие какие-то инструменты. Вот это один из этих инструментов. Поэтому пишите в техподдержку, и в принципе они дают возможность расширить эту комнату бесплатно, там до 25-30 человек, это вполне реально. Поэтому рекомендую данный ресурс использовать в своей образовательной деятельности, в проведении уроков, занятий с использованием дистанционных технологий. Так, я немножко отвлекся. Внизу у нас чат в левой нижней части экрана. И в правой нижней части экрана можно загружать всевозможные документы, которые потом слушатели могут скачивать. Значит, итак, у нас сегодня с вами повестка дня следующая. Это принятие положения, утверждение Совета РМО, утверждение плана работы на 2018 год. И 4-й вопрос о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады школьников. У нас на сегодняшний день присутствует, Геннадий Андреевич подскажет мне сейчас сколько, 16 человек это участники, плюс нас здесь 6 человек. Итого 22 человека. Я уже сказал, что зарегистрировались как бы 46 человек. Если брать положение, то по принятию решений в положении не прописан там, какой должен быть кворум. Любое решение принимается большинством присутствующих. Поэтому сегодня мы будем с вами голосовать. У вас есть возможность голосовать в чате, говорить да, нет, плюс-минус ставить. Ну, а мы здесь поднимем руку в студии, если какие-то вопросы будут возникать. Еще такой моментик. Если у вас есть камера и микрофон, вы можете, в принципе, написать в чате и попробовать выступить. То есть мы можем сегодня еще и протестировать эту систему на возможности обратной связи или даже подключение там нескольких спикеров, если несколько человек одновременно хотят обсудить какую-то тему. В отличие от других вебинарных систем, где можно там было поднять руку, да, нажать руку, и мы видим, что вы подняли руку, здесь нет такой возможности, поэтому в чате просите слово, просим дать слово, и мы вам дадим это слово с использованием видео. Так, по повестке дня нет никаких других предложений. Принимаем повестку дня. Так, мы здесь все проголосовали за. Да. Тогда приступаем к реализации повестки дня. Так, и первое это, да, я еще не сказал, вот там же на портале, Геннадий Андреевич, еще раз покажите, там же на портале выложено положение, ну и я в принципе в субботу, в пятницу, в субботу и в воскресенье еще раз продублировал, вчера в понедельник практически всем разослал положение, план работы, то есть вы все получили, наверное, посмотрели. В принципе, вот здесь вот на нашей страничке, да, я еще не сказал, что согласно приказу министерства, о котором я говорил, руководителями метод объединения республиканского назначены вот я, Лешов Вячеслав Алексеевич, и Муртазин Игорь Анатольевич. К сожалению, он свою фотографию вот еще никак не донес до нас, поэтому только моя пока фотография здесь. Итак, если вы зарегистрируетесь на портале komi.edu.ru, то вы можете принять участие в обсуждении вот этих двух документов. Принять участие в обсуждении можно двумя способами. Либо щелкнуть вот там, где новости по документу, либо у нас есть закладочка. Так, я не вижу отсюда. Ага, вижу. Предметная дискуссионная площадка. И здесь мы тоже можем участвовать. Щелкаем по
Вот я смотрю, уже много просмотревших. Просмотрели, щелкни, пожалуйста. А сейчас у меня нет возможности, вот ниже прокрути, нет возможности комментировать, потому что если вернуться вверх, видите, еще чуть выше, никто никуда не зашел. То есть кнопка «Войти», вот там надо нажать либо регистрация, зарегистрироваться в правом верхнем углу, либо «Войти». Если вы войдете в эту систему, на этот портал, то будет возможность у вас комментировать те документы, которые у нас есть. Так, а можно открыть вот какие предложения? Там два предложения есть, по-моему, положение. Так, коллеги, не будем мы затягивать время, не будем зачитывать, наверное, положение, да? У нас первое это принятие положения. Я думаю, все посмотрели, познакомились. Итак, у нас по структуре, то есть основные цели это содействие, в общем-то, и муниципальным, и городским, и школьным методическим объединениям. Это участие в проведении различных экспертиз, организационно-методическое сопровождение преподавания учебного предмета информатика. Я хотел вот на 6 разделе руководителем органом РМО является совет, и в состав совета входим вот мы 2 руководителя и секретарь, которого нам надо будет выбрать, руководители муниципальных методических объединений учителей информатики. То есть это получается 20 человек. 20 человек. На следующий вопрос будет утверждение этого состава. И плюс... Ага, хорошо, спасибо. То есть на сегодняшний день у нас вот... Ну ладно, давайте вернемся к положению. Сначала о положении. Коллеги, есть предложение принять данное положение. И если будут изменения, ну как, принять за основу, да, и если потом вы еще обсудите там в течение 2-3 дней какие-то будут конкретные предложения еще на портале, да, то мы их внесем, да. То есть 2-3 дня для обсуждения. Так, голосуем за то, чтобы принять данное положение. Ну, хорошо. Как бы пятница еще такой день, да. Ну, наверное, воскресенье, может кто-то захочет там еще на выходных то есть последний срок воскресенье, в понедельник, как бы уже мы вносим те изменения, которые будут. То есть это будет, получается, 15 октября, последний срок внесения. Когда вносишь конкретные предложения, и я мог тебе передавать. Так, голосуем, проголосовали? Геннадий, все за, да? Принято единогласно. Второй вопрос. Утверждение Совета Республиканского методического объединения учителей информатики. Здравствуйте. Гости еще подошли. Итак, я уже сказал, согласно положению у нас это все представители муниципалитетов. Это мы 2 руководителя, 22. Я предлагаю включить еще в состав совета вот Конова Андрея Борисовича. Все, наверное, его знают. Он проводил неоднократно у нас и вебинары, особенно по подготовке к олимпиадам. То есть и вносит большой вклад в развитие методического, городского, наверное, методического объединения учителей информатики города Сыктывкара. Поэтому как бы он нам тоже нужен. Я не знаю, зачитывать пофамильно состав.
Нет, нигде не выложен. Ну, как бы это персональные данные, поэтому как бы выкладывать. Так, итак, тогда я быстренько зачитаю. Это Лешок Вячеслав Алексеевич, Муртаз Игорь Анатольевич как руководители, назначенные приказом Министерства образования. Гусарова Любовь Ивановна, Сыктывкар. Шорохов Аркадий Александрович, Воркута. Харьковская Елена Алексеевна, Вуктыл. Коллеги, если вдруг какие-то ошибки, вы меня тогда сразу поправляйте, потому что как бы я пытался со многими связаться и связывался, а некоторые у меня выпали. Алексеева Людмила Васильевна, это Ижма. Беспалько Наркас Талгатовна, это Инта. Подорова Ангелина Милитовна, это Книжпогосский район. Турышева Наталья Валерьевна, это Кайгородский район. Каракчиева Галина Николаевна, это Капкиросский район. Лохотниченко Оксана Георгиевна, Печора. Третьяков Андрей Юрьевич, Прилузье. Карышева Татьяна Львовна, это Сосногорск. Черных Наталья Васильевна, это Сыктывдин. Першин Владимир Николаевич, это Сысольский район. Бутарева Анна Ивановна, Троицко-Печорский район. Королев Дмитрий Витальевич, Ударский район. Зайкова Анна Вадимовна, это Усинск. Белова Надежда Васильевна, Усть-Вымский район. Лютоева Нина Станиславовна, Усть-Куломский район. Канева Ольга Васильевна, это Ухта. Коннов Андрей Борисович, я уже сказал. Филиппова Светлана Роландовна, это у нас представители государственных учреждений, в частности, представитель гимназии искусств при главе Республики Коми. Есева Вероника Юльевна, это представитель Сыктывкарского лицея при Сыктывкарском государственном университете. К сожалению, нет у нас представителей физмат-лицея, а так, в принципе, все кандидатуры вот я перечислил. Какие будут предложения по составу, по утверждению состава? Есть предложение принять. Принять, да? Так, и еще один вопрос. Нам, согласно положению, необходимо избрать секретаря, который ведет, осуществляет информационное взаимодействие с членами РМО, обеспечивает подготовку материалов к заседанию РМО, ведет протоколы, осуществляет иные действия по поручению руководителя. Вот есть предложение молодежь. Светлана Роландовна, как вы смотрите? Или может есть кто-то желающий? Если есть желающие, откликнитесь в чате. Может какие-то другие предложения? Есть там единогласно? А по секретарю? Так, Филиппова Светлана Роландовна, да? Как у вас с пишущими делами нормально? Хорошо, ладно. Да? Предложение следующего характера, поскольку сказали, что Светлана Орландовна с пишущими делами нормально, принципиально не вести записи авторучкой, вести только на компьютере. Предоставить ей обязательный ноутбук в совете. Так, Геннадий Андреевич, а где у нас второй микрофон? Так, кто за? Это представитель у нас гимназии искусств при главе Республики Коми. Молодой учитель информатики, да? Вы давно работаете? Года, да? А в школе? Вот в гимназии искусств, да? Что заканчивали? Заканчивала Сыктывкарский государственный университет. В школе работает 4-й год. А в СГУ что заканчивали? Математика и компьютерные науки. Ну, значит, тогда мы решили ввести протокол только в электронном виде. И больше никак. Так, хорошо. Следующий вопрос у нас утверждение плана работы на 2016-2017 год. Так, план работы тоже висит. Наверное, все посмотрели. Вот.
Ну, как бы вот следующее заседание мы намечаем на декабрь, и тема развития потенциальной одаренности учащихся. Есть предложение рассмотреть вот эти вопросы, и в том числе там, может быть, более подробно остановиться на подготовке к ЕГЭ. Еще вопрос пути повышения эффективности работы учителя. Это февраль ориентировочно. Ну и пока вот как бы свободно много вопросов. Я предлагаю тоже, если какие-то есть вопросы, вот до 15 числа предложения в форуме на портале, их озвучить, да, у кого какие-то будут предложения, и мы постараемся их включить тоже в план работы. А как бы на сегодня принять за основу тот план, который есть. Так, голосуем. Кто за? Владимир Гешевич, как у нас голосование в чате идет? Единогласно. А сколько на сей момент присутствует? 19. Уже у нас стало больше немножко. Да. Уважаемые коллеги, я коротенько на следующее... Меня слышно, да? Да, слышно. На следующее заседание, Вячеслав Ильич, можно помнить? Вот, уважаемые коллеги, я коротенько на слух, здесь всего 4 вопроса продиктую. Значит, на декабрьское совещание вынесли следующие вопросы. Первое. Это лучшие педагогические практики развития одаренности учащихся, программа внеурочной деятельности, пропедагогических курсов, подготовки к олимпиадам, организации исследовательской деятельности. Второй вопрос. Организация проведения республиканских и межрайонных интеллектуальных конкурсов для учащихся. Третий вопрос. Представление опыта и эффективности обучения в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. Четвертый вопрос. Методические рекомендации при подготовке учащихся к решению заданий высокого уровня сложности ЕГЭ и ОГЭ. Уважаемые коллеги, если вдруг вы считаете, что есть такие вопросы, наболевшие, которые необходимо в декабре подготовить и рассмотреть, вы, пожалуйста, в чат, хотя бы, примерно в черновой, напишите сейчас то, что вы считаете вот очень нужным и очень срочным. Потому что я знаю, что вот, например, у нас в Сыктывкаре коллеги неоднократно поднимали вопрос о том, что в школах в ряде случаев не разделяют информатику, например, по количеству детей, даже при превышении 25, и проводят информатику в классах, когда количество детей превышает 25. То есть вот 25 человек в одном классе, это очень тяжело. И коллеги, например, поднимали вопрос, можно ли каким-то образом поднять этот вопрос на каких-то... Вот я думаю, что на самом деле наша вот эта вот площадка, Республиканское методическое объединение, может быть такой площадкой для обсуждения, для обращения в какие-то органы по наиболее наболевшим вопросам. Поэтому, уважаемые коллеги, здесь именно вопрос сейчас к вам. Если вы считаете, что какой-либо ваш наболевший вопрос необходимо обсудить в декабре, да, а это все-таки мы понимаем, да, это через 2 месяца будет, то есть времени еще прилично. Вы хотя бы в черновую их набросайте, пожалуйста, в чат, чтобы можно было понять, о чем важно вот сегодня, какую информацию важно сегодня к декабрьскому совещанию подготовить. Коллеги, не в чат вебинара, а лучше все-таки на портале «Открытое образование» на форуме. На форуме, вот где мы только что показали, во-первых, его видят все, ваши вопросы, вашу боль, если это действительно болевые вопросы, будут замечены, руководство просматривает этот ресурс, поэтому вот лучше на предметной дискуссионной площадке. Если надо создать еще какую-то тему, вы, в принципе, можете эту тему тоже создать и обсуждать. Да, надо обязательно зарегистрироваться на портале. По-моему, возможность создания тем у любого зарегистрированного пользователя есть, и вы можете участвовать в обсуждениях не только метод объединения учителей информатики, но и на других разделах портала «Открытое образование». Так, хорошо. Угу. Коллеги, переходим тогда к 4-му вопросу. Ну, он у нас как бы традиционно ежегодный.
приближается муниципальный, школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. И мы выложили тоже на портале «Открытое образование» вебинар, который проходил 14 сентября с методическими рекомендациями от российских, да, Кирюхина, от российских наших коллег. И нам предстоит сейчас до 1 ноября провести школьный этап муниципальный. И 22 ноября уже предстоит муниципальный этап проведения Олимпиады школьников. Ну вот, если пробежаться по материалам вебинара, то в вебинаре участвовала еще и Марина Серафимовна Цветкова, представитель Бинома. И они вместе, в общем-то, заострили внимание на подготовке учащихся 5-6 классов и вообще учащихся, которые бы выступали за более старшую параллель. Вот. И вопросы тоже там задавались. Вот как в 9 классе участвовать 9-класснику в Олимпиаде, если программирование там во 2 полугодии. Ответ на вопрос был такой, что таких детей надо готовить начиная с 5-6, а то и даже с 3-4 класса, для того, чтобы они могли участвовать уже не только за свой возраст, но и за более старшую параллель учащихся. Еще заострялось внимание на том, чтобы, да, конечно, Олимпиада, тем более школьный уровень, должен быть массовым, но не нулевым, будем говорить так. Иногда получается, что мы нагоняем туда кучу народу, а из всех присутствующих только 3-4 человека уходят с каким-то результатом. Получается. То есть обратить тоже вот на это внимание. И еще один момент для обсуждения, может быть, тоже. Значит, мы до сих пор проводили Олимпиад, и в Сыктывкаре вот Андрей Борисович проводил школьный этап и муниципальный на московской платформе. Есть предложение рассмотреть еще один вариант, и у нас сегодня присутствует Котелина Надежда Олеговна, которая курирует региональный этап уже, и они проводят этот региональный этап на Яндекс.Платформе. Надежда Олеговна, может, сейчас покажет. Это как бы для... Да, вы туда подойдите, садитесь. Есть презентация, да? Я бы хотела сказать, Ближе микрофон. как выглядит, собственно, интерфейс вот этого Яндекс.Контеста. Можно мне на пару Помогите, минут? да, выйти до надо и включить демонстрацию. Только один человек, 9-й, 11-й. А есть ребята, например, 7-8 классов, которые хорошо выступили на школьном этапе. И такой возможности выставлять 7-8 классы сильных детей нет. Вот такой вопрос у нас теперь возник в позапрошлом году, когда были сильные ребята 7-8, и мы не могли их выставить ни за свой класс, ни за старших. Да, если, например, для такого возраста не проводится Олимпиада, то почему таких детей нельзя выставлять за старших? То есть вопрос актуальный по выставлению младших, средних школьников, да, в количестве квот. То есть, квоты нужны. Хорошо, тогда я сейчас, значит, рассмотрю интерфейс этой системы Яндекс.Контест. Значит, да нет, я нормально, я могу и так, да. Так, значит, собственно, система Яндекс.Контест, на которой мы уже 2 года работаем. До этого мы работали со своей собственной системой тестирования. Она показала намного лучшую производительность, и, значит, не было никаких проблем с этой системой. Так, сейчас, минуточку. Так, наверное. И
с этой системой работают уже сейчас 34 региона, значит, проводят региональные этапы, значит, на этой системе. Так, вот, к сожалению, сервис временно недоступен. Так, значит, давайте попробуем зайти под моим аккаунтом в эту систему. Значит, для того, чтобы работать с этой системой, нужно связываться с централизованным, значит, центром, значит, проверки решений. И таким образом они нам дали права на проведение, прислали пакеты для проведения соревнований. Также для проведения значит, можно воспользоваться услугами службы поддержки. Итак, значит, я вот зашла под своим аккаунтом, зашла на страничку Яндекс.Контест. Разумеется, значит, для того, чтобы проводить соревнования, нужно иметь соответствующие права. Значит, эти права вы можете получить, если, значит, например, обратитесь в службу техподдержки, Support Contest Яндекс.ру, или же вы можете связаться также с Перовской, которая отвечает за, значит, систему Яндекс.Контест и связь с региональными координаторами. Вот. Значит, итак, значит, после того, как вы получите права администратора, вы можете администрировать свои соревнования, то есть создавать и управлять существующими, если заходите под админом. Вы заходите, соответственно, под админом, и вы увидите списочек соревнований, с которыми вы можете уже работать. Значит, Эль Перовская, это вот как раз Лидия Перовская, которая я сейчас только что говорила, которая, значит, отвечает за, соответственно, функционирование Яндекс.Контест и связь с региональными координаторами. Так, значит, теперь вы можете создавать новое соревнование самостоятельно, и тогда вы будете его владельцем. Таким образом, если вы являетесь владельцем, вы можете очень гибко настраивать, значит, это соревнование, управлять участниками, вот они, собственно, участники, настройками соревнования, то есть длительностью, временем, значит, начала соревнований и так далее. Поскольку, значит, ответственными за проведение вот республиканского этапа, как раз вот здесь он показан, выступал центр, интернет-центр, собственно, в Москве, поэтому мы, собственно, прав особых на изменение настроек соревнования не имели. То есть они уже все эти настройки, соответственно, сделали за нас. И послали, и пакеты задач тоже разместили самостоятельно. Но если, допустим, вы являетесь администратором, то есть создаете свое соревнование, вы можете, значит, управлять его настройками. Ну вот я могу, например, зайти вот в это соревнование. Давайте зайдем и посмотрим, как оно выглядит. Значит, здесь у нас есть странички монитор, условия. Да. Так. Ну, не знаю. Коллеги, что не видно? Рабочий стол не видно? Не слышно? Микрофон включен у вас? Алло, так слышно? Так, значит, то есть они не видят вот это вот интерфейс, да? Угу. Алло. Хорошо. Итак, значит, давайте я выйду тогда. Значит, итак, я зашла под админом. Значит, вот у меня соревнование. Собственно, это соревнование республиканского этапа 2017 года, день первый, день второй. Здесь мы можем входить.
сюда. Это, значит, система Яндекс.Контест называется данная система. Здесь, значит, собственно, мы видим монитор, то есть результаты, так сказать, наших участников. Вот они. Теперь, собственно, участников. Вот, по ссылке. Вот они. Задачи. Ну, вы видите, что соревнование, участие завершено. Итак, значит, я также могу выйти из-под своего аккаунта и зайти под участником. Тогда мне нужно будет зайти, соответственно, на сайт Official Яндекс. Там для участников, соответственно, ссылочка, она немножко другая. Значит, я могу зайти под участником, чтобы послать, например, решение задач. Я могу здесь вывести отчеты по результатам работы нашей программы. Так, значит, ну вот здесь первый день соревнования мне как-то больше нравится в плане, значит, соответственно, вот он первый день, вот, значит, мы видим вот эти все посылки участников, можем их смотреть. Значит, теперь участников мы можем добавлять самостоятельно, если являемся владельцем соревнования. Таким образом, значит, я могу добавлять участников. Значит, например, здесь в настройках. Так. Значит, я так могу добавить участника. Но участники можно, значит, добавлять, соответственно, вот таким вот образом. Угу. Да, разумеется, значит, разумеется, учителя могут проводить, они для этого должны получить соответствующие права, и после этого они уже не могут проводить свои соревнования. Вот они на страничке соревнования, вы можете создавать свои соревнования, настраивать. Да, получить права без проблем. Ну, единственное, что вот когда вы настраиваете, тут есть, соответственно, значит, различные способы оценки соревнований. Например, значит, есть настройки тестирования, когда у вас, значит, тип монитора ACM, в этом случае проверка идет до первой ошибки. Обычно чемпионаты по программированию проводятся по правилам ACM. Или для Олимпиады он там отдельно, значит, нужно тип монитора изменять на скоринг, то есть, значит, подсчет очков. Это для Олимпиад всевозможных, школьных, муниципальных, региональных. Да, в саппорт нужно написать письмо. В принципе, очень быстро отвечают обычно. Очень быстро отвечают. Да, пару дней вроде прошло, когда я послала. Ну, правда, до этого я уже списывала с Перовской. Может быть, у нас налажено было общение. Я думаю... Угу. Ну, хорошо. Угу. Так, давайте я выйду. Коллеги, мы к тому, что можно проводить на этой платформе соревнования и в самой школе. Вот представитель лицея при СГУ, Аника Юрьевна, говорит, что они уже практикуют это не первый год, поэтому платформа удобнее. Надежда, скажите, пожалуйста, вот при помощи вашего аккаунта можно ли, например, допустим, зарегистрировать участников и провести, допустим, муниципальные соревнования? То есть вы же там администратор, я так понимаю, да, своей части? Да, разумеется, можно это сделать. Вот как только что мы убедились, мы очень легко можем получить права администратора, провести соревнования, настроить, значит, добавить участников, соответственно, логин и пароли, все будет у них. И задачи вы тоже можете разместить у себя, да?
Задачи размещаются в соревновании непосредственно. Архив. Вашу административную учетную запись. Да, можно, разумеется, То да. есть вы же получается следующим образом. Когда идет региональный этап, то задачи размещают вот эти товарищи, которые находятся выше. Правильно? Все верно. А если мы с вами говорим о том, что нужно провести будет муниципальный этап, то задачи вы можете завести полностью сами. Да, Вы да, можете полностью сами и по пользователям проработать. То есть это ваши административные возможности, правильно? да, я все это могу сделать. То есть мы можем это проговорить, попробовать, опробировать и, Да. может быть, на вашей системе посмотреть, провести муниципальный этап. Да? Все верно. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, какие есть вопросы? Может быть, у кого-то есть желание выступить и какие-то замечания высказать или предложения? Есть желание у кого-то, чтобы мы вас подключили, ну хотя бы для протестировать, чтобы вы поздоровались? Да, поднимите руку. В принципе, по последнему вопросу у нас в решении будет, наверное, записано это принять рекомендации всероссийские, федеральные, да, рекомендации к сведению, ну и ориентироваться на них при проведении школьного этапа. В принципе, у нас вопросы все исчерпаны, повестки дня. Ну, хотелось бы кого-то услышать. Ну, по Олимпиаде, по муниципальному уровню мы еще, наверное, Андрей Борисович, Игорь Анатольевич, мы еще обсудим. Время есть у нас, обсудим этот вопрос. Переходить ли или остаться на том, где мы были, или будем переходить. Дело в том, чтобы с какой целью даже переходить, чтобы была какая-то преемственность. Если учителя начнут использовать эту систему в школе, потом на городском уровне, на республиканском и уже на федеральном уровне, чтобы было в едином каком-то ключе, поэтому мы рассматриваем вопрос о том, чтобы перейти тоже и при проведении муниципального уровня на эту площадку. Правда, мы с гаджетов пробовали выйти, и видео у нас не получилось включить. Может, у вас там какая-нибудь более совершенная система, и вы включите видео. А свое? Это самое, Есева. Ген, дай право Есевой. Есева. Вероника, ага. Мы что-то пробовали со своих гаджетов, у нас не получилось. Может, хотя бы не видео, а звук? А ну, Андрей Борисович, дай. Коллеги, если нет вопросов, то на сегодня мы заканчиваем. В принципе, электронная почта у всех есть, моя почта, можно вопросы на электронную почту. Скорее всего, для того, чтобы была возможность общаться, я открою доступ к адресам. В Google откроем табличку, чтобы вы могли общаться не только с нами, а и друг с другом. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем за работу. До новых встреч.